Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, оплаты труда бюджетников, выдачи паспортов гражданина Абхазии нового образца и многие другие актуальные темы сегодняшнего дня мы обсудим с первым вице-премьером правительства Абхазии Шамилем Адзинба. Шамиль Амарович Адзинба родился 21 мая 1970 года в городе Батуми, Аджария. В 1987 году окончил русскую среднюю школу номер 25. Затем устроился в РСУ химико-фармацевтического завода в городе Батуми. С 1988 по 1990 годы служил в рядах вооруженных сил СССР. В 1996 году коммерческий директор Сухумского мельзавода. В 1997 окончил Абхазский государственный университет, историко-юридический факультет, специальность правоведения. С апреля 2005 года заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия. С сентября 2005 председатель Совета по молодежной политике при президенте Республики Абхазия. С 2014 года первый вице-премьер Республики Абхазия. Шамиль Амарович Адзинба – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Герой Абхазии. Женат, отец двоих детей. Здравствуйте, Шамиль Амарович. Очень рада вас здесь приветствовать. Холобзевха, добрый вечер. И сразу же первый вопрос. Вы достаточно долго находитесь в системе исполнительной власти, но всего лишь год являетесь первым вице-премьером. Скажите, пожалуйста, какие вопросы входят в сферу первого вице-премьера республики? Какие вопросы вы курируете? Я бы не сказал, что я долго. Я с 2005 по 2011 год работал зампредседателя Государственного комитета по молодежи и спорту. И вот сейчас год, в октябре 16 будет год. Да, поэтому 7 лет, да. Но тем не менее, конечно, это срок определенный. Что делает вообще вице-премьер? Да? Главная функция вице-премьера – помогать премьер-министру в управлении кабинетом министров. У нас, вы знаете, да, много министерств. Госкомитет и следующие, и многие другие подведомственные нам организации. И один премьер-министр, конечно же, ему будет очень трудно. Наша задача, мы как можно сказать, посредники. Да, мы помогаем, естественно, министрам, но и много вопросов замыкаем на себе. Те, которые вне нашей компетенции и полномочий, конечно же, доводим до премьер-министра и делаем. Поэтому такое разделение для того, чтобы было удобно работать. Кто-то курирует там из вице-премьеров экономический блок, кто-то там социальный, кто-то там образование, культуру, соответственно, социальный. Но это не значит, что мы только на этом и друг другу там не помогаем. У нас командная работа, даже министерство, вообще комитет министров, коллегиальный орган. Даже министр, допустим, образования должен, обязан хотя бы как-то разбираться, потому что мы голосуем, принимаем решения, в том числе и в экономических вопросах. Также и экономист, министр экономики должен разбираться в социальных, потому что он принимает решения, поднимает руку, и тем самым коллегиально принимает решения. Поэтому такая командная игра, вкратце, можно сказать, так, мы помогаем друг другу в администрировании и управлении кабинетом министров. Спасибо. Социальные вопросы, вы об этом тоже говорили, они наиболее острые. Обычно в жизни страны, в жизни граждан, это то, что непосредственно людей касается. Как обстоят дела в сфере оплаты труда и в сфере пенсионного обеспечения граждан? Идут ли уже выплаты? Те, о которых уже говорилось. Да, вопрос немножко более такой широкий. Вы говорите, что вопрос социальный, конечно, при том, что у нас экономика. Я когда буду говорить, я не буду говорить только за то время, которое у власти мы находимся, потому что хотим, не хотим, я буду вынужден констатировать на время 22 года после войны, за все это время сегодня мы ответственны перед народом, перед государством, и мы управляем, руководим. Поэтому хочу сказать, что при том, что у нас экономика очень-очень слабая, реального сектора практически нет, 1,5-2 предприятия, которые работают. Сфера туристических услуг, тоже там кто-то их причисляет к реальному сектору, кто-то нет, но это не суть важно. При том, что экономика очень слабая, у нас огромная социальная нагрузка. Очень много выплат, очень много дотаций. Это хорошо, конечно же, но на фоне слабой экономики, конечно, создает определенно сильные проблемы для бюджета. По пенсиям. Мы ожидаем буквально сентябрь месяц со дня на день ратификации Государственной Думы Российской Федерации, Советом Федерации России, того соглашения, которое было подписано в прошлом году. Это необходимо. Поверьте, в этой ситуации это, скажем так, двусторонняя такая ситуация. Это не все зависит от нас.
Мы получатели, конечные потребители, да, всех вот этих вот пенсий, зарплат и так далее. Но выдает и нам дружественное соседнее государство, Российская Федерация. У Российской Федерации есть свои законы. Она не может, перепрыгнув их, как-то вот, чисто вот раз вот абхазы нуждаются сегодня, давайте мы вопреки законам... Конечно, просто многие этого не понимают, почему я это говорю подробно. Вот вы там сказали, почему, где и так далее. То, что мы сказали, мы все сделали. Мы теперь ожидаем ответ наших, как говорится, союзников. Этот ответ состоится буквально со дня на день. И те надбавки на пенсию, которые вот именно не получающим российскую пенсию, которые вот наиболее такие пострадавшие, это наиболее ущемленные слои, они начнут получать эту пенсию, без всякого сомнения. Вопрос зарплат. Кстати, да, по получению пенсии, за редким исключением, там в отдельных районах, и то по вине каких-то там структур, банковских, финансовых и так далее, в основном практически все идет исправно. По зарплатам. Многие районы за счет своих сил, средств, за счет и частично, может быть, помощи центрального, республиканского бюджета, уже начали выплачивать вот эти вот все доплаты, которые должны быть на зарплату учителям, врачам и так далее. Ну, на 90%. Кое-какие категории, насколько я знаю, пока еще Абхазский госуниверситет, как же и управленцы, да, которые работают в кабинете министров, в аппаратах, в управлениях, еще свои надбавки не получили, но это тоже ожидается. Это процедурные вопросы. Почему они так затянулись? Ну, знаете, я могу сказать за нашу абхазскую сторону, но это вопрос, чтобы был в полном объеме дать ответ, надо знать обе позиции. Поэтому, раз этого нет, лучше, говорится, я так вот вкратце скажу только, что это от нашей, то, что надо было зависеть от нас, мы все сделали. Теперь мы ждем опять шагов со стороны Российской Федерации. Они будут, обязательно будут. Никаких сомнений, пусть в этом не будет ни у кого. Спасибо. Шамиль Омарович, вы курируете вопросы выдачи паспортов гражданам Абхазии нового образца. Будет ли это, когда начнется процесс выдачи и насколько он будет контролируемым? Спасибо за вопрос. Даже если вы его не задали, я постарался все равно его как-то здесь озвучить. В общем, что и отдельно будет еще у меня, я буду приглашать СМИ и давать, как говорится, брифинг или там пресс-конференцию по этому поводу. В общем, все паспорта, которые должны были нам напечатать, полностью вместе с обложками, они находятся на территории Абхазии. Уже мы их получили. 250 тысяч паспортов и 50 тысяч видов на жительство. По большому счету, по той старой схеме, да, по старым, как говорится, таким механизмам, мы готовы хоть сейчас начать выдачу паспортов. Но мы прекрасно все помним, что случилось в прошлом году. И основным таким вот стержнем всех этих событий, я имею в виду народный сход мая, было именно вот эта вот непонятная, абы как сделанная паспортизация, которая нас, коренных жителей, да, вот, аборигенов этой земли, нас, абхазов, для нас, я думаю, вопрос демографии очень-очень важен. Мы его не должны делать за счет ущемления кого-то, но при этом мы должны понимать, что для нас это вопрос национальной безопасности. Мы, будучи 50 с небольшим процентов, да, там больше 52 или 54, в выборах 2011 года превратились в 30% как манипуляций непонятных каких-то чиновников и так далее. Но это другая тема, тут прокуратура разбирается, я думаю, решит. Вопрос стал создание этой системы новой, потому что было поставлено руководством страны, президентом лично, что нам по старой не надо, давайте создавать. Нам предложили ее создать, мы ее создали. Но в силу субъективных и объективных причин мы немножко, график чуть сдвинулся, но, как я сказал, паспорта уже здесь, они пришли вовремя, как мы договаривались. Налаживание системы еще на это уйдет около 1 месяца. То есть сейчас идет, ожидаем поступления оборудование, которое будет потом монтироваться по всем паспортным столам, совсем по-другому. Мы, по крайней мере, сделаем сейчас систему такой понятной, что вот на каждом этапе будем понимать, кто ответственное лицо, который выдаст тот паспорт, который вот, предположить же можно, что будут еще такие попытки. Сегодня вот я, когда готовился к передаче, так интересно мне было, спросил в прокуратуре, как дела. Вот там даже было дело, возбуждение дела в адрес неустановленных лиц и всякие там ПВС, и там Ачимчирского, Творчанского и так далее. То есть установить. Кстати, такая система, которая не установила того человека, который выдал паспорт незаконно. Наша система, она будет, конечно, эта система, она будет выдавать. Много споров возникло вокруг этой системы и так далее, но тем не менее мы в рамках полномочий и компетенции нашей принимали это решение. Вот, президент всячески поддерживал, и каждый шаг докладывал ему, докладывал премьер-министру, несомненно, и предыдущему, и нынешнему. Вот. Ну, мы уже выходим на финишную стадию. Думаю, до конца года. Вот. Конкретно мы думаем, что уже в октябре мы начнем уже пробовать эту систему, ну и дальше уже мы вам доложим. Скажите, а вот технологическое обеспечение этого процесса, насколько гладко сейчас идет? Это проблема или не проблема? Ну вот почему немножко мы с графика чуть-чуть выбились, да, буквально на месяц, можно сказать,
сказать, 1,5. Вот. Но это не страшная ситуация для такого большого дела. Вот. Но оборудование мы сделали конкурс, и по конкурсу 1 абхазская и 2 зарубежные. Ну, такое специфическое такое оборудование здесь не произойдет, так или иначе его надо будет завозить. Ну, к сожалению, наши очень слабо сыграли, там не все приняли участие, кто-то не выдержал условий. Сейчас идет поступление оборудования. Оборудование, оно, ну, как мы вот компьютеры, телефоны, мы же не делаем в Абхазии, мы их завозим, покупаем и так далее. Вот. Поэтому это не страшно, это оборудование, мы будем его монтировать, будем его сеять. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть. Все это удовольствие, понимаете, у нас есть еще тех паспортов, которые сейчас мы пользуемся, старых паспортов, у нас еще их на несколько, скажем, лет вперед мы могли бы работать, спокойно выдать. Ну да, может, они качество чуть похуже и так далее, но тем не менее, когда плавно закончили, мы перешли бы печатать. То есть это был бы плавный, незаметный, естественный процесс. Сейчас нам пришлось это все, эти паспорта придется уничтожать. Кто виноват в том, что 94 миллиона с небольшим государство потратило на создание системы и новых паспортов? Их могло не быть, если бы добросовестно, честно и порядочно выдавали все эти документы. К большому сожалению, это тот прямой ущерб. Понимаете, 138 миллионов хватает для того, чтобы в течение года наших пенсионеров, не получающих российскую пенсию, обеспечивать пенсию, там 1,5 сделать им надбавки. Вы представьте, 100 миллионов на этом фоне какие-то колоссальные деньги. Кто будет за это отвечать? Я думаю, что вот в процессе вот этого дела прокуратура, наверное, это тоже приобщит. Это есть прямые убытки государства, вот, которые нанесли халатностью те сотрудники, которые вот принимали вот такие вот решения. Понятно. Скажите, а как обстоят дела с созданием компьютерной вот базы данных? Уже есть какая-то база? Ну, система, она будет сейчас, когда мы будем ее презентовать, сами специалисты более подробно расскажут, но в общих чертах. База данных будет такая серверная. Вот. Мы пока на ЦОД, еще Центр обработки данных, это немножко более такая объемная, это перспектива. Серверную сделали в здании МВД, будут стоять мощные современные компьютеры, которые будут собирать, хранить всю эту информацию. Куда будет доступ только по спецпропускам, уверяю вас, не всякий там высокопоставленный просто может прийти, открыть дверь, зайти, посмотреть. Вот. Более того, паспортные столы будут оборудованы каждый один. Раньше вы приходили только в паспортном столе города Сухум, в УВД, там было место, куда приходили, делали отпечатки, сканировали, и потом. Сейчас это будет в каждом паспортном столе. То есть там такой механизм, и все оно будет перебрасываться по внутренним системам, да, по интернету, по всяким вот электронным системам. Вот все это будет приходить в центральное место, где будут стоять эти принтеры. Более того, фотографии, как я уже рассказывал, они не будут вклеиваться, они будут впечатываться туда именно рисунком, принтер будет все это делать. Вот, поэтому многие побаиваются, что будет доступ к данным и так далее. Вот вы пользуетесь своим компьютером, правильно? Вот те, кто создали эти операционные системы, теоретически они могут ее через Америку или откуда-то взломать, зайти, узнать. Теоретически же это могут сделать. Тем не менее, мы пользуемся, потому что это тот момент, который мы не в состоянии на него никак повлиять. Поэтому напрямую доступа к этой системе не будет ни у кого. Ее будут обслуживать только наши ребята. Мы сейчас занимаемся поиском вот этих вот айтишников, как мы называем, которые могли бы работать, помочь и так далее. Более того, нам надо уже начинать задумываться, как я так его условно называю, о киберполиции, потому что вопрос вообще электронной системы, это электронных систем новых, и вот электронного правительства, как сейчас в мире принято называть, это буквально наш завтрашний день, буквально это 5-10 лет. Мы вынуждены получать паспорта, потом она будет иметь систему модульную, к ней можно потом пристегивать и ОМС, это обязательное медицинское страхование, права и так далее. То есть можно эту систему развивать. И нам необходимо, потому что эта безопасность, она очень-очень важна. Будут хакеры взламывать, входить и так далее. Вот. Но мы тут максимально из того, что можно делаем. Поэтому опасение, что вот мы сделаем систему, и туда кто-то войдет со стороны, будет подглядывать, смотреть и менять там даты рождения, фотографии, это, конечно, это все абсурд, такого не будет. Мы максимально сделаем все для того, чтобы этого не было. Время нашего эфира не такое большое, поэтому мы будем перескакивать с темы на тему. Я хотела бы обратиться к теме образования. Вот, в этой связи я бы хотела спросить, какие основные проблемы вы бы хотели бы выделить, могли бы выделить? И скажите, пожалуйста, вот эти достаточно громкие увольнения директоров школ, они связаны с тем, что вот есть какие-то проблемы в системе образования? Насколько они взаимосвязаны? Конечно, они есть. Это процесс вечный. Невозможно наладить систему любую, в том числе образование, потому что жить с этим уже 100 лет и так далее. Тем более, что особенно наладить у нас времени, по большому счету, условий и ситуация так не позволяла. Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации. Мы должны понимать, что образование – это
тот краеугольный камень, на котором будет держаться наше государство. От его уровня, от его эффективности будет зависеть, насколько наше государство будет эффективным, сильным, самодостаточным, или нами будут манипулировать, управлять. Это же естественно. Проблема в чем? Эффективность. Сегодня мы очень ругаем высшее учебное заведение, что наши, да, вот Абхазская, СОИ там и так далее, что вот слабых специалистов. А с чего они? С нуля ты не вытянешь результат. Когда из школы приходят слабенькие ребята, невозможно из них сделать редкое исключение. На курсе 1-2 может быть самородка, а все остальные так по течению общему и так далее. Но вот эти громкие увольнения. Я присутствовал на коллегии месяца образования, я все это видел, мне рассказали. Вы представьте, что, я не знаю, из благих мы нашим детям помогаем. Да не помогаете вы детям, вы их губите. Вы их губите, по-другому это назвать нельзя. Когда 100% проверенных экзаменов, результатов было завышено, из них значительная часть, больше половины, до 3 баллов. 2-3 балла. Вы представляете, что это такое? 3 балла это с 2 на 5. Это как? И этим самым ребятам помогаем. Когда абхазца ребенка спрашивают, он отвечает, я поднял 17-й билет, это чистокровный абхаз, понимаете, фамилии, родословные и так далее. Вот этим и детям помогаем, это не помощь. Потом посмотрите, сколько детей возвращаются, которые уезжают с лимитами, сколько, это, слава богу, не половина, но это процент больше, чем он должен быть. Понимаете? Более того... То есть это проблема, да? Это проблема, конечно, и все, проблема это школа в первую очередь. Но школа еще надо дошкольная, там тоже надо некоторую реформу провести, чтобы там тоже, уже 21 век, дети уже другие, они более смышленые, и там уже надо какие-то там моменты и так далее. И не только о языке говорю, в целом об образовании. Вот. И потом в этом году комиссия по лимитам, да, она прошла, очень много лимита не добрали и так далее. Но это принципиальная позиция вице-президента, потому что чем мы отправим туда насильно, не знающих, откровенно слабых, и потом будем позориться, их будут вышвыривать, возвращать назад и портить этим имидж нашей страны, лучше мы отправим тех, кто может это справиться с этой учебой, и подтянем, потому что лимиты нам Россия даст всегда. Столько, сколько мы попросим. В этом, кажется, никакого ущерба. И я бы хотел, пользуясь случаем, если можно, у нас вот много обращаются по поводу помочь, там дети учатся, получают образование, там не хватает денег. Все прекрасно понимаем, поверьте. Но, к сожалению, пока еще страна не богатая. Мы не можем. У нас есть вот лимиты, которые с Россией, у нас есть наш вуз, и тех специалистов, которые нам хватит воспитать, это воспитать здесь и получить образование в России, достаточно тех мест, которые нам дают. Если родители решили на свой страх и риск поступить в какой-нибудь вуз за пределами Абхазии, извините, пожалуйста, постарайтесь, найдите, потревожьте родственников, родных, что-нибудь сделайте, но вот к нам многие приходят, помогите оплатить, мы не можем. Или надо всем помогать, или никому нельзя помогать. Понимаете, так нельзя. Это неправильная постановка вообще вопроса в принципе. Поэтому я бы хотел обратиться, наберитесь терпения, силы воли. Я не знаю как. Это, конечно, очень трудно, когда учится ребенок, остается ему год-два и не хватает денег. А нам что делать? Вот поэтому это тоже связано с этой системой образования. Поэтому надо регулировать. Я очень верю в Адгура Патовича Кокоба. Я уверен, что он все-таки наладит. А вот эти вот отставки в школах, вот эти нарушения, которые были сделаны, понимаете, другого результата просто быть не могло. По-другому просто нельзя было. Какое решение надо было принимать? Прощать, сказать, извините, больше так не делайте. Не получалось. Вот поэтому я думаю, что это тоже необходимо. Это тоже составная часть нашей работы. Кадровые перестановки, ротации. Если человек не справляется, а я считаю, что те, которые завысили на 2-3 балла, они не справляются со своей работой, их освободили. И тут обид никаких быть не должно, ничего личного здесь не было. Тут только в интересах государства, национальной безопасности и укрепления системы нашего образования. Министерство образования говорило о том, что в Галском районе началось с этого года образование по той программе, по которой учатся все остальные ученики в Абхазии. Да? Скажите, на самом ли деле это так? И находятся ли лазейки, как это обычно бывает? Одни заканчиваются все разговорами обычно. Но в Галском районе лазейки будут всегда до тех пор, пока мы ничего не решим вопросы границы. Это вопрос немножко уже другой темы, да? Потому что пока вот это 83 километра будет так открыто, спокойно и так далее. Возможно всегда контролировать, конечно, именно проведение этой программы, по крайней мере, обучающей? По крайней мере, мы обязаны это делать, и мы должны. Вот сейчас я часто общаюсь с Адгуром Патовичем, мне рассказал, из 20 школ Галского района, 9 школ, они раньше тоже частично на русском языке,
понимаете, вопрос, проблема со специалистами. На Абхазске, во-первых, это приграничные села, там, где большая криминогенная сложная ситуация, там людей воруют, там опасно. Мы не можем людей посылать, там вокруг там, бронетехнику вместе с ним, чтобы они там час-два пообучили каким-то предметам и вернулись. Это вопрос времени, да, это вопрос укрепления этой границы, безопасности, к этому придем. Но в 11 школах вообще все было на грузинском. Сейчас им передали эти программы, провели семинары обучающие на базе одной из гальских там лицеев. Вот, и вроде 48 педагогов было подготовлено, переквалифицировано, скажем так. Вот, процесс добровольный был? Ну, сейчас я в эти детали не спрашивал, но, тем не менее, знаете, как никто не убежал, никто их не держит, никто не отказался. Ну, наверное, добровольно-принудительно может быть, да, так сказать. Но, тем не менее, вот, и сейчас, по крайней мере, нынешнее министерство, руководство Министерства образования начало делать те процессы, которые никто никогда с гальцами раньше не проводил. Это вопрос их интеграции в том числе. Если человек, как пошел первый класс, до 11 класса все учит на грузинском, читать, писать, зачем, как мы его сюда интегрируем, куда он будет работать, что он будет делать, куда мы его возьмем на работу, он читать, писать не умеет, ни по-абхазски, ни по-русски и так далее. Если вопрос интеграции стоит этого района, в том числе это очень важный момент, я считаю, образования в том числе. Спасибо. Вы курируете вопрос репатриации. Насколько достаточно, вы считаете, усилия, которые вот прикладывает государство к тому, чтобы процесс репатриации был более эффективным, чтобы он продолжался? Вот, что вы на это можете сказать? Ну, конечно, и то, что курирую, я сам такой, да, как говорится. Вот. Но нам, батумским, было проще, потому что мы все-таки в одной системе жили советской, как-то общались. И наши старшие, наши отцы, поколение взрослых, они, ну, скажем так, за своими невестами приезжали в Абхазию. Очень много девушек, женщин из Абхазии вышли замуж. Естественно, язык не пропадал, традиции, мы как-то за это все держались. Вот. Что делать сейчас, как говорится, да, вот в этой ситуации? Самый главный вопрос — адаптация. Вы знаете, все-таки 21 век. Долгое время, еще в прошлое время, когда я работал в комитете по молодежи, я привлекался в комиссию, которую Ирина Шотовна-Агарба возглавляла, она когда была вице-спикером. Сонерго его часто инициировал и так далее. Мы с интересом работали. Знаете, что обнаружили? Закон о репатриации наш только паспортизирует люди, наших граждан, которые приехали, не вопрос адаптации, ни трудоустройства, ни всякого иного, и предоставляет жилье. Вот работает как ЖКХ и как вот паспортный столб. Все. То есть конкретно, понимаете, вот в такой сложном вопросе, пока конкретно, четко, все стадии, приезд, размещение, адаптация, там, консультации, все это все, если не продумать, это будет трата денег и с минимальным. Результат есть. Не 1000 репатриантов уже здесь живет. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы было десятки тысяч. Вот, Скажите, а вообще процесс продолжается? Вы ничего не слышали о том, что собирается ли приезжать? Приезжают. Было, особенно после признания в 2008 году, это и сознание повернуло многих, потому что, прекрасно понимаете, что 150 лет назад в результате войны они ушли. И тут русская царская армия была, скажем так, тем врагом, который сегодня Россия наш друг. Она протянула руку, она нас признала наперекор всему миру. Идет поддержка, финансирование. И наша диаспора тоже, мышление повернулось. Они уже по-другому стали смотреть на ту же Россию, понимают, что это история, но надо смотреть вперед. Нельзя жить вчерашним днем. Конечно, надо выводы из этого делать. Тут такой вопрос, знаете, как очень гибкий. Вот, поэтому хотят, конечно, будут приезжать, но теперь уже, как я уже сказал, в 21 веке есть свои какие-то критерии, свои, говорится, вот, механизмы. Нам надо повышать уровень нашей жизни. Вот с 2008 года особенно этот процесс пошел. Как это можно определить? Посмотрите, уже 3-4 магазина, это как его, ресторана стало турецких открываться, магазинов стало больше, да, которые вот наши братья-репатрианты открывают и так далее. Это говорит, когда здесь будет жить 100 человек, для него ни ресторан не откроешь, ни магазин. Их, значит, стало больше, процесс проходит. Более того, предполагают вкладывать деньги, много приезжают, у которых и адыгская кровь, да, наши братья, в мире других братьев у нас нет, от адыги, абазины, абхазы. Вот, и так далее. То есть процесс идет, нам надо просто правильно помочь руководству комитета по репатриации. Они предлагают неимоверные усилия, но вот это немножко неправильная ситуация, которую сейчас надо просмотреть, елоршету, как абхазцы говорят, пустить на правильные рельсы, нам надо те минимальные средства, которые мы собираем, эффективно тратить. Тогда будет результат. Мы до сих пор не знаем, сколько стоит стране
один репатриант привезти, адаптировать и пустить его. Точную цифру непонятно, да? Нельзя. Сумма, да, надо просчитать, надо жить критериями, категориями 21 века. Как вы считаете, вот те, кто приезжает вот сейчас сюда, ну вот собираются, или те, кто уже приехали, могут ли они как-то повлиять в лучшую сторону на вот состояние экономики? Вы говорили о том, что вот открывают одни какие-то предприятия, там они привыкли работать по-другому, да, и как-то могли бы вы какие-то примеры привести вот того, вот, что сейчас, если такие, как сказать, предприятия, которые вот образовали, организовали сами репатрианты? Да, конечно, могу это сказать, и их приезд сюда, конечно, улучшит, потому что для нас это первое. Почему вы тянете сюда, иногда такие вот, я извиняюсь, по-другому, как глупые какие-то вот размышления на эту тему. Во-первых, это не надо смотреть репатриация, это всего лишь инструмент, с помощью которого надо нам решать нашу демографическую политику. Главная беда нашей страны – это малочисленность. Это мало людей. Там, где мало людей, сложнее поднимать экономику. Поэтому, а для нас, абхазов, еще очень важно, чтобы, как я уже сказал, не ущемляя никакую национальность, чтобы на нас, абхазов, было как можно больше. Вот какие предприятия они делают? Вот, например, очень много теплиц, да, там они привлекают все и турецкие инвестиции, но в складчину с ними и абхазы. Вот Дзюбжа, бывший, как-то его Ахалдаба назвали, но это Дзюбжа, сейчас Дзюбжа, там теплица тоже уже работает, Айжанба, Джамал, абхаз. Вот он из Турции приехал, вложил не $1 миллион, огромное предприятие. Сейчас Пицундах, вот один из, как его совладельцев, он адык сам по себе, и это предприятие 60/40, оно в том числе и государственное участие, это государственное коммерческое партнерство, так называемое. Ну, вот еще есть там в Кандах где-то источники и так далее. Плюс вот не так давно, это не единственное, конечно, вот Али Куджба в Ладза построил великолепную такую домашнюю семейную гостиницу и зарабатывает, платит налоги. Другой Аншба Али построил гостиницу, назвал ее Ахчепса. Вот, в Гагарах сам своими силами построил трехэтажную, на 18 номеров, великолепно отработал сезон. Это взаимообогащающий такой процесс. Да, не всякого сомнения, но самое главное, что нам надо, Ршар-год, они сюда приносят свою кровь, гены, которые вот отсюда были волей судьбы, да, вот сюда потерялись для Абхазии, это самый главный момент для нас всех. Мы должны это дорожить и ценить. Спасибо. Вы возглавляете и комиссию по пропавшим без вести. Расскажите о деятельности комиссии, о том, что уже ими сделано, и о тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, вот пока идет эта работа. Да, она началась давно, в 2012 году. Я считаю, очень важное событие, и благодарен я Красному Кресту, особенно руководителю нынешнему нашему Джорджу Дардарски, вот, который, честно говоря, делает очень много для того, чтобы у нас тут, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Например, между осетинами и грузинами, да, очень тоже там много потерь, без вести пропавших, вообще не двигается с места ничего. А мы уже нашли из 168, там, плюс 9, мы уже нашли более 35 человек, опознали. Вот, это очень дорогостоящая ситуация. Как проходит процесс? Мы встречаемся 2 раза в год при посредничестве Красного Креста, 3 стороны, грузинская сторона, там министр соответствующий, они постоянно меняют название министерства, я сейчас не могу воспроизвести, как называется, вот их министр, Красный Крест и абхазская сторона. Прошлый до меня возглавлял вице-премьер в Иордании, сейчас я продолжаю это дело. Мы встречаемся один раз в Турции, 1 раз в Ереване. Почему? Эти страны нейтральные, то есть грузины не едут в Россию, нам ехать там в Грузию, кажется, несподручно, а Ереван, Армения и Турция – те страны, где мы можем встречаться. Вот. И мы там намечим планы нашей работы, начинаем искать. Вот. Ну, у нас ситуация лучше продвигается, у нас место захоронения, парк славы наш, там нашли сразу, там более 20 с чем-то человек опознали. На Грузии идет чуть хуже, но мы выстраиваем стратегию так, чтобы так не получилось. К большому сожалению, так ситуация получается, что в большей степени информацией владеют они. Потому что я, как участник войны, могу сказать, практически 99%, все-таки 1% оставлю, те, которые сдались и попали в плен батальонным ротам, они были переданы в центр, и они централизованно содержались. У грузин каждое подразделение имело свою тюрьму. Поэтому где, что, как, вот ищут полевых командиров, они находят места захоронений. Единственное, я попросил Красный Крест и потребовал у наших оппонентов, чтобы так не получалось, что они дают информацию, мы находим только грузин, а наши ребята, кажется, так и пропадают, без вести не находятся. Вроде мы находим взаимопонимание, мы убрали полностью туда политику, вообще ее не обсуждаем, не говорим, а чисто вот находим, потому что наша задача просто скрасить, как говорится, старость нашим
родителям, которые до сих пор не дождались, не увидели своих, и это очень сложная тема. Вроде понимаем друг друга. Как часто эти встречи происходят? 2 раза в год. Сейчас в этом году в мае я был в Стамбуле, сейчас мы будем в Ереване в декабре месяце. Вот была проведена определенная работа, были эксгумированы несколько, десятка, 1,5, 2, 5 останков. Сейчас будут проводить экспертизу. Кстати, в субботу мы передали семье, позавчера передали семье Диколенко. Помните, был репортаж, приезжали, опознали останки сына, отправили туда, поехали герои Абхазии, там ветераны поехали, передали, в общем, пособолезновали, все, что надо было, организовали мы. Вот. Я надеюсь, что этот процесс будет продолжен, мы постараемся найти всех. Спасибо. Перейдем, пожалуйста, к теме самшита. Это проблема, которая всех волнует, все думают, неужели мы потеряли самшит уже навсегда. И в этой связи хотелось бы узнать, что делает государство, какие подвижки уже есть в этом вопросе. Были ли меры, которые принимались, получили ли они результат, стали ли они эффективными. Вот на эту ситуацию нам, пожалуйста, обращайте. Хорошо. Да, мы занимаемся, я тоже эту комиссию возглавляю. Что мы делали? В общем, она сама, эта зараза, ее по-другому назвать сложно, в 2012 году появилась к нам, пришла в гости. Она как-то попала в Краснодарский край, и оттуда, говорится, пришла. Это мы, люди, поделили границы, а экосистема, она общая, ее не остановишь. Вот. Но именно в этом году это была просто трагедия. Видать, они как-то набирались, какие-то благоприятные ситуации, и они сожрали наш весь самшит. Все листья вы видели, да? 80 гектаров Пицунды, скурча, почти там все высохло и так далее. Но это не высыхание, это гусеница съедает лист. Но если нет листа, она потом начинает есть кору. Если она съела кору и лист, вы учили в школе ботанику, если нет камбия, если нет фотосинтеза, это растение вымирает. Это миллионы лет простоял наш колхидский, абхазский самшит, как мы его называем, и вот так на грани. Вот. Но надеемся, все-таки вот сейчас были в Которском ущелье, в Верховьях, там за Чхалтой и так далее, самшит не тронут, чистенький стоит. Ниже, конечно, там сложнее. Климат, да, нижнее сложнее. В Адхара, форелевое хозяйство, где там тоже он почти высох и так далее. Ну, вы понимаете, пересеченная местность наша, да, очень такая горы, они не позволяют обрабатывать везде, надо подойти, поливать, невозможно. Но там, где можно было, мы начали с Пицунды и в Бзыбское ущелье вдоль дороги. Вот. Группа хорошо работала, Савелий Михайлович возглавлял рабочую группу Читанава. Так сейчас всех называть не буду, хвастаться не стоит, пока не будет результатов. Мы провели первое лечение с лекарством, димелин, фастак смешали. Оно уничтожило значительную часть этих гусениц и бабочек, но тем не менее что-то осталось. Сейчас опять пошла вторая генерация, мы провели второй удар. Надеемся, что плавно перейдем к зиме и уже весной будем видеть реальную картину. Но хотел бы сказать, какие результаты. Кстати, на Скурче это проведено было с силами именно тех ребят, которые там работают, это неродные материалы, там они, которые команда это возглавляет, они сами и лекарства, и лечение, все провели сами. Я хотел бы вам показать. Сквозь сухие заросли, да, фотографировали наши ученые, этот пицундский самшит, местами уже пошла эта зелень. Мы надеемся, что это вечно зеленое растение и ожидается где-то в районе Пицунда, да. В районе где-то октября-ноября, что оно вздохнет полной грудью, мы должны помочь, понимаете, пока наша экосистема не приноровиться к этой бабочке, не начнет ее уничтожать и держать ее в рамках более-менее таких приемлемых, да, и количество ее, популяцию, мы должны помочь. Этой помощью мы за ним. Понятно, что весь лес мы охватить не можем. Вы обращались к каким-нибудь международным организациям с вопросом помочь? Мы обращались. Мы попытки делаем с россиянами, но у них сложнее, потому что их надзор, санэпиднадзор и всякие эти службы, да, которые следят, они запрещают им применять такие мощные препараты, потому что там курортный район и так далее, мол, опасно. А сюда самшит прямо умирает у них. У них уже там гектарами леса высыхают. Пытались международные, знаете, как это, понимаем, политика, Европа, они как-то нас не очень, но тут вопрос, он международного, общий. Мы обратились, но там европейцы стали из этого делать политику, непонятно, какие-то приезжать, уезжать, но, знаете, у нас ученых
и Роман Двар, и Вова Герия, и Савелий Джитанава, и Аркадий Джинджия, да, вот наши сейчас все люди с ученой степенью, они любому иностранному специалисту, говорится, дадут, говорится, еще, как у нас принято говорить, 100 вперед, да, вот поэтому нам не специалисты нужны, нам нужна техника, мы обратились с этим, но так вот, пока еще ни шатка, ни валка, да, но мы в бюджет страны заложили приобретение 2 или 3 специальных. Сейчас мы делали силами Министерства сельского хозяйства. Спасибо большое всем трактористам. Они бросили лечить мандарины, приехали, помогали. Но мы должны купить технику для того, чтобы эта техника, вот как на Скурче есть своя техника, они лечили. И вот такая вот, это более эффективно будет это лечение. Мы надеемся, что все-таки мы поможем нашей экосистеме удержать наш самшит, чтобы он не погиб, а воссоздался. Следующий вопрос касается молодежной политики. Вы всегда тяготели, насколько вот мы помним, мы часто встречались Я с этого на съемках, начинал, да, что это как бы ваша тема любимая, ваш конек, можно так сказать. Оцените сегодняшнюю молодежную политику. Как вы считаете, все ли возможности она как бы реализует в нашей стране сейчас? Вот, в какой степени, на какую оценку? Вы знаете, они работают по тем средствам, что дает сегодня им правительство, они работают на 100 баллов. Они делают даже больше, чем вообще было бы можно. Вот на данный момент проведено более, с учетом 30 сентября еще тоже, более 60 мероприятий Государственных комитетов. Как вы знаете, мы разделили. Это была моя давняя мечта, когда я еще работал. Вот это кажется, что молодежная среда – это и спорт, и молодежь, и так далее. Но, знаете, для того, чтобы просто вот прежде чем объединить, надо было разделить их и дать им возможность вдохнуть силы, чтобы они приподняли как на какой-то уровень. У нас нет методологии, у нас нет какой научной базы. Надо идти на ощупь в темноте. Вот. Более того, в 2011 году случилась вот смена власти, тогда, понимаете, выборы. Да, так получилось. Каждый руководитель, он видит по-своему эту политику. То, что мы делали до этого, новое руководство. Я не говорю, это хорошо или плохо, нет. У них это своя была стратегия. То, что мы до этого как-то нарастили, как-то они начали вот делать по-своему. Сейчас вот пытаемся вернуться в эту колею и так далее. Это нормальный процесс строительства государства. Это главное, то руководство, какие ставит задачи перед молодежью. Я думаю, комитет справится. Вот. Единственное, что, конечно, нам надо усилия больше приложить. Вот сейчас идет формирование нового бюджета. Мы надеемся, что с Министерством финансов и с другими структурами найдем общий язык. Нам надо сделать прорыв. Потому что на сегодняшний момент комитет и молодежный, и спортивный, в том числе, я хотел бы объединить эти темы. Хоть они сейчас разъединили, мы их, но тема одна. Вот. Чтобы вот эти вот средства, которые будут, чтобы это был прорыв, они тратят чуть-чуть больше того, что на их содержание. Если 3 миллиона на содержание, 5-6 миллионов или 8 тратить, это неэффективно, это вообще незаметно, не видно. Вот нам нужен прорыв, есть понимание со стороны президента, я думаю, что мы добьемся этого. Спасибо. Несколько месяцев назад к вам обратилась группа молодых людей, которые просили помочь как бы, с приобретением жилья. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации и чем вот завершилось это обращение. Да, но они обратились не только ко мне, там был шум гам, и я в том числе тоже принимал участие, мы встречались с ними. Но всю эту ситуацию, комиссию взял под контроль и лично под себя и работает. Виталий Викторович Габния, вице-президент, мы только помогаем ему. Вот, была проведена большая работа пока по новому району, частично, по-моему, старый поселок затронули, нет, не помню, и там выявлено очень много квартир, которые были оформлены абы как попало, безосновательно. Вот ведется в этом плане работа. То есть тема оказалась значительно сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ну что, неправильно, отними, отдай. Отдать кому? Чтобы человек получил сухое жилье, он должен иметь прописку, т.д. То есть вопросы возникают, это больше эмоций, а с другой стороны есть законная сторона, поэтому вот как-то это сопрягать надо. Более того, президент дал поручение, сейчас вот в формировании нового бюджета будут, наверное, учитываться средства на восстановление этих домов. Вот знаете, были случаи, огромный 9-этажный дом за 300, за 500 тысяч рублей был выкуплен, а потом бегают, ищут клиентов и продать его там на миллионы рублей, как это было в Драндах, там на несколько миллионов купили, за 50 перепродали госструктуре и построили это. То есть сами себя обманываем, понимаете, те деньги мы же не только получаем из России, мы должны в первую очередь надеяться на себя. Свои деньги вот так транжирить у нас права нет. У нас одна страна и один шанс ее построить. Если мы это не сделаем, то все. Вот мы вырывались там из Грузинской ССР, вырвались там и так далее, мы опять нас куда-то все равно потому что это вопрос самодостаточности. Нам нельзя транжирить средства. Понятно. А в той вот ситуации какие-то конкретные шаги вы уже наметили? Да? Ну да, конечно. И сейчас, знаете, более детально вопросами занимается вице-президент. Я бы не хотел, было бы некорректно сейчас этой вот теме, которую он сейчас как-то вот перебивать и рассказывать. Но
Мы говорили, что все те квартиры, которые будут, будем чисто, спокойно, честно, то, что есть. Есть 100 квартир, значит 100 человек, остальным придется подождать, это надо понимать. Спасибо. Одним из сложных вопросов является поддержка и адаптация людей с ограниченными возможностями. Вот что в нашей стране делается для таких людей, и в том числе для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии? Для инвалидов есть социальные программы Министерства труда и соцобеспечения. Конечно же, это те крохи, копейки на фоне сегодняшней такой нищеты, не скажу, но ниже черты, говорится, очень много у нас населения, и тогда, конечно, это немного. А по поводу инвалидов, наш есть фонд инвалидов, который помогает, но пока средства, это знаете, как я хотел бы обратиться к предпринимателям, которые вот не доплачивают эти 1,5%, это 2% репатриации. Это вопросы, на которых стоит наше государство, вопрос идеологии, вопрос ценности, ради чего мы живем. Ну, только ради того, чтобы наполнить живот, что ли. Это же те крохи, но из этих крох состоит тот бюджет, собирается, который для всех. Вот, фонд старается, делает, лечит людей. С 2016 года, кстати, в нарушение закона бюджетники почему-то не платили эти отчисления. Потому что зарплата есть зарплата, и налоговые отчисления, они, так как и бюджетники, должны платить как и коммерческие, так и бюджетники. Вот. И с 2016 года это уже будет. Фонд более значительно пополнится, и я надеюсь, что мы еще больше. Дело не только в деньгах, нужно еще инфраструктуру создавать, нормативные акты и так далее. Работу ведем, конечно, пока не в полной мере. Достаточно для того, чтобы чувствовал себя вот человек, получивший увечье, да, в нашей войне, чтобы он чувствовал себя спокойно, самодостаточно. Конечно, такого пока нет, но мы к этому идем, я думаю, что мы выстроим эти отношения. И более того, резко возросло там, с 1000 с чем-то до 2,5 почти количество инвалидов, ну, необоснованно. Это как наша армия, да, с 29 тысяч почистили до 18 список. Также и здесь. Я думаю, что и к этой теме, какая бы она щепетильная не была, инвалидом Отечественной войны народа Абхазии считается тот, который получил увечья непосредственно во время боевых действий с 1 по 30 сентября, плюс у нас были мероприятия, там, по освобождению Кодора и так далее, 3-4 мероприятия военных, каких вот спецопераций, которые причисляются туда. Все остальные, они не являются, если ты получил через 15-20 лет, ты не инвалид войны, надо это объяснить человеку, но при этом это не значит, что его надо оттолкнуть. Есть другие социальные программы, через которые он может получить эту помощь и жить достаточно. Обратимся к следующей теме. Недавно правительство ввело пошлину на вывоз ореха из Абхазии. Это не очень популярная мера. Некоторым она не нравится. Представителями исполнительной власти не раз отмечалось, что внедрение пошлины плохо очень скажется на крестьянах. Вот скажите, пожалуйста, свое мнение на эту тему. Как вы считаете? Вы мне сейчас задали вопрос, на который в минуту, в 2-3 не уложишься, но я постараюсь как-то в общем, тем более предыдущие ораторы, да, на вот этих вот, которые очень так эмоционально, они на много вопросов ответили, да. Ну, знаете как, любая пошлина, любой налог, она непопулярная мера населения, это понятно, особенно среди предпринимателей, но это единственная пошлинные налоги, на которые существует государство. Как я уже сказал, у нас очень слабый реальный сектор. Мы его только-только выстраиваем, и опять-таки говорю, за весь отрезок 22 года, потому что в год это выстроить было невозможно. Вот, и так далее. И налогооблагаемая база за последние 3 года, вот до событий прошлого года, ежегодно десятки, сотни фирм закрывались, база уменьшалась. Откуда налоги, как жить, как платить зарплаты, пенсии. Это решение правительства. Плохо или хорошо, правильно или неправильно, за него ответственность несет правительство. Вот мы несем за эту ответственность. Я вам скажу, в дополнение к тому, что говорили ребята, скажем так, логику, да, в наше принятие этого решения. Вот. Это, конечно же, пополнение бюджета. Нам надо платить зарплаты, пенсии. Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации. Новая волна кризиса опять накрывает Россию, весь мир. Да? Мы часть мирового процесса. Мы понимаем, мы не можем все время в России тянуть, у них самих трудно. Понимаем, что для Абхазии много не нужно, тем не менее, есть такое понятие, как совесть. Да? Вот. Надо уже как-то зарабатывать самим. Конечно, непопулярно сделать, но здесь самый главный момент, я хотел бы сказать, мы мониторим ситуацию. Разные цифры, вот 900 или 1000 тонн вывезли в Россию, в Грузию, вот грузинские СМИ, конечно, мы за основу мы не изучаем, не спорим, но иногда даже, скажем так, враждебное государство может выдавать правильную объективную информацию. 18 тысяч тонн орехов, якобы в прошлом году, они говорили, перешло границу, там из Абхазии в Грузию, было переработано, перепродано и так далее. Мы говорим о том, что пошлина взимается с того, кто продает. Вообще сельхоз, да, сельское хозяйство, оно датируется. Производитель, он всегда должен быть, защитой должен помогать, это государство должно ему помогать. Но сельское хозяйство подразумевает производителя
переработчика и реализатора этой продукции. Вот мы именно с тех коммерческих структур, которые продают и зарабатывают. Если 1000 тонн орехов, государство с этого не имеет ничего. Понимаете, вопрос такой, палка о двух концах. Иногда говорят, сельское хозяйство, типа, этим самым надо ввозить в страну деньги, вывозить продукцию. То есть вопрос очень риторический. Тем не менее, было принято такое решение в сложной ситуации. Я думаю, что предпринимателям, которые сейчас пытаются там как-то вот взвалить все на плечи крестьян, неправда. С крестьян ни одного рубля никто не берет. Тот, кто начинает его продавать. Это же рынок. Это же рикошетом может коснуться. Эти процессы, они не регулируются, регулируется сам рынок. Вы знаете как, любой рынок, даже рыночные отношения сами собой не делаются, их регулируют в любом случае. Мы приняли на данный момент такое решение. Мы этим самым в течение года промониторим, мы будем знать, сколько у нас орехов. Я уверен, что это решение, оно временное только на этот год. В следующем году мы будем совсем по-другому. Вообще, в идеале, мы должны стимулировать предпринимателей, чтобы открывали производство здесь. Здесь лущили этот орех, делали здесь вот это вот ядра, потом их упаковывали и перепродали. Это самое лучшее. Тогда никакие пошлины и так далее. Мы тогда будем понимать, что происходит в этой сфере. Орехи – это товар, который продается на валюту. На доллары, не на рубли, а на доллары продается, понимаете? А это товар стратегический для Абхазии. И мы много лет этим никак не занимались. Поэтому мы рискнули, сделали. Я хочу обратиться к крестьянам. С вас никто не берет эти деньги. Не уступайте перекупщикам, торгуйтесь, это рынок. Добивайтесь, делайте. А вот они уже, когда будут вывозить за пределы страны, они должны будут 20-25 рублей, которые установлены, сколько там сумма, должны будут платить бюджет. Плохо или хорошо, я хочу попросить их помочь стране в это тяжелое время. Понимаете, мы должны помочь друг другу, другого выхода нет. Правильно или неправильно, только время рассудит. Ровно через год, когда пройдет сезон, мы можем, говорится, подбить уже цифры, итоги, и уже обратиться и сказать, вот здесь мы ошиблись, извините, будет по-другому, а здесь мы поступили правильно. Вот и все. И я вам скажу, что 200 тонн орехов, более 200 тонн сейчас вывезено на данный момент, и около 5 миллионов. В прошлом году за количество, за 200 вывезенных тонн официально за пределы Абхазии, страна имела 50 тысяч рублей. Сейчас мы за 200 тонн имеем 5 миллионов поступлений. Вот и все. Задача какая? Просто мы изучаем ситуацию и пополняем бюджет. Вот и все. Спасибо. Невозможно не коснуться еще одной проблемы – сохранения развития абхазского языка. Да. Все говорят много об этом, но до сих пор, например, нет даже учебника, который был и помог бы выучить абхазский язык людям, вообще не понимающим, не слышащим абхазский язык. Как вы оцениваете эту ситуацию? Ситуация очень плохая. Да, с одной стороны, смотрим, много детишек говорят дома и так далее. Но когда мы смотрим в коридоры, идем в школы и так далее, понимаете, у нас русский язык, он официальный, наравне, там, язык официальных учреждений, но государственный он абхазский. И когда в абхазскую школу заходишь, там в те же вот школы, которые были там освобождены и так далее, тут любая речь только не наша, только, я имею в виду, не государственный язык. Но не совсем нормально, это неправильно. Конечно, методологии, многие жалуются, хотим учить, ваши методологии, там, ваши вот эти учебники, там такие стишки, такие слова, такие фразы. Что-то нам надо делать кардинально. Может быть, где-то упростить, сделать, там как-то на категории разбить. Потому что человек, который вот взрослый приехал, чтобы получил гражданство, он должен хотя бы элементарно уабаху ушпаху сказать. Чтобы он этому научился, надо обязательно какие-то другие учебники придумать. Программа развития абхазского языка, насколько она реалистична? Любая работа должна быть программной. Системная работа только дает результат. А программа – это есть часть этой системы. Поэтому, если мы не перейдем на программные работы, у нас ничего не получится, мы не добьемся результата. Она реалистична, ее можно и будем делать. Были в этом году не раз, не два совещали, собрания. Как-то вот немножко вот экономика все-таки выбивает с колеи, как-то руки не доходят, ускорить процесс. Но я думаю, что мы добьем эту ситуацию. Шамиль Омарович, вы руководите комиссией, которая призвана оценить масштабы дефектов, недоделок различных там объектов и в проектировании, в строительстве. Те, которые принимались, построены в соответствии с планом социально-экономического развития страны 2010-2014 год. Расскажите, пожалуйста, какие результаты? Да, было поручено посмотреть, и, честно говоря, немножко картина немножко печальная, потому что абсолютно новые объекты, да, то там трещина, то здесь, садик в Кудаутах треснул. Вот, в туберкулезной больнице, которые вот должны сдавать скоро, абсолютно не обустроенного грудь, но это ладно, это можно сделать, почистить. Вот внутри туберкулезной больницы не предусмотрели
рентген-кабинеты, то есть рентгены туда не помещаются. Они предусмотрены, они такие маленькие, как каморки, да, рентген туда не помещается. Надо поломать, перепланировать и так далее. Тоже непонятно вообще. Тех заданий в туберкулезе должен от вот этого ехать. Более того, там специальные изоляторы. Блоки, вот есть туберкулез, такая болезнь, которая может, есть безобидная форма, а есть, которая вот на расстоянии 5 метров может тебя заразить. Специальные блоки, туда изолировано там и питание, лекарства как-то вот делают. Это тоже не предусмотрено. То есть какие-то недочеты есть. Вот. Но плюс это все, конечно, это все сопряжено с расходами, с деньгами. Почему это и так далее, комиссия, конечно, выясняет. Халатность это, недогляд или просто, я не знаю. Каковы масштабы вот этих... Ну, в цифрах, конечно, пока не посчитано, потому что все-таки это не так легко, объектов много, до сих пор еще эта работа продолжается, поэтому не посчитано, но, уверяю вас, это миллионы рублей. Известно, что в органы государственной власти обращается большое количество граждан. Да? Скажите, с какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане? Малоимущие семьи, многодетные, погорельцы, крышу снесло, крыша протекает, просто материальная помощь, лечение. Если с лечением проще, есть предусмотрена в бюджете статья, и через Минздрав отрабатывать ситуацию. Есть договора с российскими вузами, и вузами, извините, лечебными заведениями, да, медицинскими. Они их принимают, лечат, тут проще. Но вот всем остальным, как я уже перед этим говорил, мы не можем. Вот у нас задача за 1 рубль там, помочь сотни людей. Это не, или надо всем, или никому. Надо по-другому работать. Не раздавать, как предыдущая власть, сотни миллионов рублей. Да, там 400, 500, просто раздавал. Это неправильно. Во-первых, статьи в бюджете такой, как помочь населению, там, раздавать деньги, такой нет. Это просто, это нарушение закона. Это нельзя в категорической форме было делать. Лучше бы эти деньги... Ситуации такие бывают. Что... Я понимаю, но знаете, как должны как-то вот эти деньги саккумулировать, пускать на увеличение социальных пособий. Вот, допустим, 400 или 500 миллионов было потрачено в один из лет предыдущим президентом. Насколько я так вот знаю эту цифру. Вот 138 миллионов надо, чтобы пенсии обеспечить 10 тысяч человек, добавить 1000 рублей. Тут эти деньги, если раздать в пенсии, в зарплаты, в социальные пособия, люди сами могли бы как-то вот... Плюс на это эти деньги предприятия, рабочие места надо было создавать. И люди бы сами, зарабатывая, решали бы свои вопросы. Сейчас надо решать нам. А у нас денег на все эти вопросы, решения у нас нет. Более того, принципиальная такая позиция государства, вот так вот разбазаривать государственные потом заработанные деньги налогоплательщиков, вот так раздавать людям, как царь сидел по падишах и раздавал, права не имеет ни один руководитель страны. Надо работать по-другому, надо создавать программы, системы, помогать вот этим всем. Многодетные, мы говорим о демографии, многодетные семьи. Это надо, это счастье, 9 детей, 12 детей, 10 детей. Понимаете, знаете, сколько семей? Это сотни, тысячи детей. И то, что они сегодня не все имеют обувь и так далее, это, конечно, очень плачевно. Нам надо кардинально принимать меры. Я надеюсь, что новый бюджет хоть как-то эту ситуацию отразит. Сейчас Министерство труда не ахти как, но новое какое-то предложение внесло, сейчас идет обсуждение, там с 150 увеличить до 600 или до 1000 рублей за одного ребенка. Это, конечно, мелочь, но, уверяю вас, на эти деньги можно хотя бы пару-тройку обуви купить на данном этапе. А с каждым годом эти усилия будем наращивать, даже не сомневайтесь, мы обязательно это сделаем. У нас есть 2 вопроса от телезрителя. Я хотела, чтобы у нас уже программа заканчивается. И коротко, если вы могли бы ответить, было бы хорошо. Вопрос одному из самых активных в работе члена Кабинета министров. Я так не считаю. Одновременно являющегося основоположником формирования паспортной службы нового формата. Какие изменения ждут данную службу для поднятия ее статуса и ответственности в нашем обществе, учитывая ошибки в недалеком прошлом? Я всегда говорил, паспорт – это не просто удостоверение личности, это тот инструмент, с помощью которого мы решаем нашу судьбу нашего государства, голосуя, принимая определенные решения. И тем более нам, абхазам, которым мы для чего создали государство? Просто сама цель была создать, все имеют и мы хотим, ни в коем случае. Это политический инструмент, с помощью которого мы можем сохранить себя как абхазы, свой язык, быт, культуру. Для этого, говорится, мы не имеем права вот так вот разбазаривать и так играться с судьбой. Уверяю вас, по-моему, я так думаю, что это последний шанс, который дал нам Всевышний, сказал, или сейчас, или никогда. Мы должны его использовать. Вот поэтому паспортная ситуация, она очень сложна, она привела к прошлогодней смене власти досрочной, и мы должны не повторять этих ошибок. А я когда рассказывал о ней, я думаю, коснулся, поэтому не буду второй раз повторять то, что я уже говорил. Спасибо. И еще такой вопрос. Когда выдадут старые вклады? Сберкнижки быстро поменяли на квиточки салатового цвета в августе 2003 года, а выдать до сих пор не собираются. Почему? Извините, но и эту комиссию тоже я возглавляю.
Вот. Но мы закончили, по большому счету, это бесконечный процесс 2003 года идет. Вот сейчас мы последний раз провели регистрацию, еще там несколько было позиций, мы уже подвели черту и закрыли эту тему. Все те, которые прошли регистрацию, в том числе тот, кто получил квиточек, вы обязательно получите по мере поступления денег, по мере увеличения нашего бюджета, усиления. Это тоже средства, понимаете, их надо тратить, это расходная часть, а доходы-то откуда брать? Вот. Поэтому с увеличением объемов экономики, да, увеличением доходов в бюджет, мы обязательно, ни один человек, который прошел регистрацию, без денег не останется. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за такие подробные ответы. И всего доброго. Я в заключение, можно еще одну фразу? Конечно. Я не знаю, вы это сделали специально или случайно, но сегодня ровно год, как состоялась инаугурация нынешнего президента. Вот, прошел целый год, да. Вот, можно по-разному его оценивать, но тем не менее, я думаю, что в такой сложнейшей ситуации, конечно же, я думаю, что исходя из наших сил и возможностей, мы старались выглядеть достойно. Насколько это у нас получилось, решать населению страны, но я хотел бы не как вице-премьер, я это право не имею делать, но как соратник пожелать удачи в дальнейшем нашему президенту. Ну и мы все, я думаю, мои коллеги, которые приступали до меня, да, вопрос министру, и сейчас это вопрос задаете мне. Кстати, мне было легко, много вопросов уже ответили они, мне осталось просто как-то подводить итоги, резюмировать. Вот. Мы надеемся, что мы не осрамимся и будем достойно, вот ту ответственность, которую у нас возложил наш народ, мы будем достойно ее проносить вперед. Спасибо большое было. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие первый вице-премьер правительства Абхазии Шамиль Адзанбам. В следующую пятницу, 2 октября, гостем нашей студии будет премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Присылайте ему свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать премьеру свой видео-вопрос. Запись будет проходить на Сухумской набережной у Колоннады в четверг, 1 октября с 5 до 6 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.